На самом деле, да, первый раз я в национальной парусной лиге участвовал в прошлом году. Этап Конакова, Ривер Клаб, в составе команды «Навигатор Sailing Team». Там у нас успехи были немного попроще. Мы заняли 4-е место, но это была важная задача, чтобы отобраться на международную лигу. Вот, поэтому мы там ее выполнили. Вот, в данный момент мы гоняемся уже самостоятельно. И за команду губернского яхт-клуба «Коматек». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента губернского яхт-клуба «Коматек», вице-президента Всероссийской Федерации парусного спорта Юрия Владимировича Курюченкова за предоставленную возможность защищать честь этого яхт-клуба. Спасибо ему огромное. В данный момент он не смог, к сожалению, участвовать вместе с нами, потому что сейчас проводится там матч-рейс, и вообще он занят проблемами строительства яхт-клуба, чтобы успеть в следующем году принять этап национальной парусной лиги. Хочется пожелать ему в этом успехов. Все так не просто складывалось. Первый день мы отгонялись очень хорошо, получились на первом гвозде, неожиданно, на самом деле не рассчитывали, то есть состав участников здесь очень сильный, у нас команда сформировалась буквально вот перед регатой, вот, и поэтому первое место после первого дня, это было приятно для нас результат. Вот. А во второй день начался он так немножко нервно, скажем, мы допустили ошибки, точнее даже я, скажем, экипажу нет претензий. Видать, нервное напряжение сказалось и допустили ряд ошибок. Поэтому, в принципе, по итогам основной серии мы оказались на 3-м месте. И это, я считаю, очень хороший результат. На самом деле, очень достойный. Сегодняшний день вообще он такой очень интересный, много, скажем, неожиданностей, да, произошло до нас, до последней нашей гонки, вот, потому что отрыв был на самом деле очень большой перед сегодняшним днем от первых. Но в связи с тем, что погода вот такая сложная, опять же, состав участников сильный, и каждый может выиграть, да, то есть перед нашей гонкой, то есть количество очков, так скажем, уже нам дали шанс реально как бы побороться за 2-е место. И мы с этим справились, вышли на самом деле как-то уже сегодня более спокойно, так, понимая, что команда может сделать, то она сделает с таким решением, мы вышли на гонку. Что будет, как говорится, то и будет. Выше себя не прыгнешь, как говорят. Поэтому так достаточно прошли, уверен, даже, честно говоря, при всем при том, это правильно подошли, скажем, к гонке. Не стали нервничать, напрягаться, вот, и все получилось. В дальнейшем мы хотим продолжить участие в национальной парусной лиге, примерно в этом составе, может быть, с небольшими изменениями, когда как получится, да, то есть, вот, и все-таки в качестве рулевого буду участвовать. Вот, потому что в другом качестве я, наверное, меньше помогу экипажу просто. Очень хочется поблагодарить организаторов Национальной парусной лиги за то, что они смогли вот именно создать условия, да, для того, чтобы сильнейшие гонщики и все, кто любит яхтинг, да, кто активно в этом принимает участие, могли общаться, встречаться и все. То есть это низкий поклон и большое спасибо Владимиру Николаевичу Силкину за этот проект. Также хотел бы поблагодарить ProYachting за предоставленные яхты. Это тоже немало. Я понимаю, что их вчера били, там ломали, и слава богу, что их было 10, и хватило как бы завершить эту регату. Поэтому пусть, как говорится, процветает этот проект и приносит удовольствие
всем яхтсменам. И я думаю, что то, что все это освещается очень активно и сильно, то есть это привлекает очень много зрителей, и новые люди приходят в парусный спорт. Это очень важно. И я очень рад тому, что в России парусный спорт развивается.